Дорогие друзья, хотел бы поприветствовать вас по случаю открытия Дней культуры Киргизии. Мы искренне рады принимать в России деятельный искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из дружественной Киргизии. Программа мероприятий Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. Это и фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии. Это театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических и фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран. Уверен, что все запланированные мероприятия пройдут успешно. А главное, позволит жителям нашей страны больше узнать о богатой культуре, глубоких традициях и современной жизни Киргизии. Отмечу, что как раз в эти дни, 100 лет назад, в октябре 1924 года, в РСФСР постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов была образована Каракиргизская автономная область. Такое решение, по сути, положило начало консолидации киргизской нации, формированию ее территориальной и культурной общности в рамках единого административного образования. Впоследствии, в декабре 1936 года, была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика. И это закрепила Конституция СССР. Именно те 20-е и 30-е годы прошлого столетия стали периодом по-настоящему стремительного экономического и социального подъема Киргизии. Масштабные советские программы индустриализации стимулировали динамичное развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства. Тогда же создавалась и система образования от начального до высшего. Был открыт первый в Киргизии вуз – Киргизский государственный педагогический институт. И уже к 1938 году показатель грамотности населения достиг 70% и продолжал ежегодно возрастать. В 1941 году был составлен киргизский алфавит на основе кириллицы. Кардинальные преобразования произошли и в сфере культуры. Получили развитие самые разные виды искусств. Музейное дело, театр, кинематограф. Открылись музыкально-драматическая студия, Центральный музей, Государственная филармония и многие другие учреждения культуры. Начала формироваться киргизская литература, давшая миру целую плеяду талантливых писателей во главе со всемирно известным Чингизом Айтматовым. Неоценим вклад жителей Киргизии, как и всего многонационального советского народа, в победу в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах, более 150 тысяч киргизских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 29 из них стали полными кавалерами Ордена Славы, 74 удостоены звания Героя Советского Союза. В 1941-1942 году в республику было эвакуировано около 140 тысяч человек, включая более 16 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Переведен 41 детский дом. Из западных и центральных районов Советского Союза были перенесены 30 крупных оборонных заводов и фабрик. Ряд научных институтов, открыт филиал Академии наук СССР, что создало предпосылки для мощного послевоенного развития республики. Сегодня Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнерства и союзничества. Мы эффективно взаимодействуем в рамках Евразес, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах. Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии. И, конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Хотел бы от души поздравить всех вас с открытием Дней культуры Киргизии в России. И, конечно, пожелать братскому киргизскому народу благополучия и процветания. Благодарю вас за внимание.